Насколько Кыргызстан готов к парламентской форме правления? Этот вопрос активно обсуждался при разработке проекта новой конституции. Перед выборами обсуждения не менее жаркие. Экспертное сообщество разделилось на два лагеря. Одни уверены, именно парламентская форма правления – залог успешного развития страны. Самое главное, что в нашей конституции можно увидеть, на первый взгляд, это то, что оппозиция не отчуждается от власти, как это было в предыдущие годы, а как бы вмонтирована внутрь нее, она часть этой власти, официальный оппонент, имеющий сильные рычаги давления на властвующее большинство парламента. Это было сделано с целью исключить насильственные революции, сделав правилом мирные революции, которые практически ежедневно будут, как мы предполагаем, происходить в парламенте на виду у всей общественности. Столкновение пропозиции и оппозиции призвано рождать правильные законы и оптимальные управленческие решения. Контроль за работой правительства будет двойным. Оно контролируется создавшим его парламентским большинством, которое в свою очередь несет политическую ответственность за успех или неуспех исполнительной власти перед избирателями. И вторая – это парламентская оппозиция, вторая форма контроля, представители которой не только, как уже сказано, вмонтированы, мотивированы естественным противостоянием, уже по самому факту того, что они назвали себя оппозицией, но еще и занимают должности одного вице-спикера, председателя комитета по бюджету, это очень важный комитет в парламенте, и комитета, который координирует деятельность правоохранительных органов. Если Жогорку Кеңеш будет выступать консолидированно, как единый орган, который умеет договориться друг с другом, эти два крыла, оппозиционное и пропозиционное, тогда, наверное, это обеспечит прогресс. Мы усложнили порядок изменения Конституции. Может быть, это гарантирует то, что парламентская форма проживет хоть какое-то время. Достаточно продолжительное. Вот сегодня у нас Конституция говорит о том, что парламентом эта Конституция не может быть изменена в течение 10 лет. То есть он сам это не сможет сделать. Для этого ему нужно будет идти на референдум. Вторая группа экспертов не столь оптимистична. На словах все очень складно. Вот только теория не всегда сходится с практикой. Все, что вы говорите, идеально, замечательно. Но это замечательно для идеального европейского общества. Вот я хотел, тут записал о политическом романтизме. Даниил Ильич, по-моему, вы, мой ровесник, уже не должны принадлежать к этой категории. Потому что насущная задача сегодняшнего дня не политический романтизм, а рационализм. Цель ваша, я вижу, не допустить семейного управления. А как страна? Что будет страной? Вот мы боремся за то, чтобы предотвратить семейное управление. Оно будет. Оно всегда будет. И Обама тоже со своей семьей там некоторые вопросы решает. Другое дело, как бы в борьбе, в пылу борьбы с семейным управлением не потерять страну. Ведь вопрос так стоит сейчас. Где гарантия того, что следующий президент, который тоже всенародно избирается, и почему он должен перед кем-то ломать шапку? Перед депутатами. Что он пойдет на узурпацию власти. Вы говорите, 10 лет Конституцию не менять. Господи, критическая масса какая-то накоплена. 10 тысяч человек на площади перед Белым домом, вот ваша вся критическая масса. Ведь депутаты приходят не только сами. Они же своих родственников и друзей притаскивают. Какая может быть парламент сильным органом, ответственным органом, если там сидят кенты и дружбаны? И братаны еще. Многие иллюзии расстанут. Потому что есть такая наука, которая называется особенности социального поведения населения. Вы знаете особенность поведения киргизов? Во власти или без власти? С чего он начнется? Вот говорят, статс-секретаря надо поднять роль. А где гарантия того, что статс-секретарь не будет новым башкармой? И не начнет расставлять кадры опять по старому. Это называется традиционное поведение киргизов. Вы это учли?